Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Сейчас программа «Итоги дня» в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. COVID-19. Ежедневная сводка по республике о ситуации в Алданском районе и штамме омикрон. Конгресс молодых ученых. В Сочи продолжается ключевое мероприятие «Годы науки и технологий в России». В рамках Всемирного дня добровольца 16 лучших добровольцев республики получили благодарственные письма от президента страны и главы Якутии. Проект содействия занятости, демонстрационный экзамен WorldSkills стартовал сегодня в Якутском медколледже. Возвращение на родную сцену. Артисты Тюза вышли на сцену впервые за 2 года после ремонта здания. В Якутии за сутки выявили 242 новых случая коронавирусной инфекции. Из этого числа в Якутске 100 заболевших. Что касается районов, то в Нерюнгринском 25, в Алданском 17, в Мирнинском 13, в Хангаласском 11. Еще в 16 районах республики от 1 до 10 случаев заболевания ковид за сутки. Данные на ваших экранах. Университет Гонконга опубликовал первое изображение штамма коронавируса омикрон, полученное при помощи электронного микроскопа. Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом. Как пояснили исследователи, при малом увеличении видно повреждение клеток с набухшими визикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на поверхности. Напомню, омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и в Южной Африке в конце ноября. Алданский район вновь в лидерах по количеству выявляемых случаев COVID-19. Кроме того, там за последнюю неделю отмечается рост ОРВИ. О ситуации в районе наш корреспондент Татьяна Вахнина. В Алданском районе напряженность эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 не ослабевает. В настоящее время в стационаре лечение получает 31 пациент. Состояние 5 оценивается как стабильно тяжелое. Более 300 жителей находятся под медицинским наблюдением. Основную долю заболевших составляют люди старше 60 лет. Ситуация по заболеваемости у нас не меняется, стабильно тяжелая. Вчера только зарегистрировано 50 новых случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых госпитализированы. Вакцинация населения на сегодняшний день темпы снижаются. Привито около 70% взрослого населения. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, остановить распространение инфекции и снизить степень угрозы можно только с помощью иммунопрофилактики. Эпидобстановка по распространению COVID-19 осложняется ростом ОРВИ. Медработники настоятельно рекомендуют гражданам ставить прививки и от гриппа. Присоединение вторичной инфекции может усложнить течение болезни. На сегодняшний день мы привили от плана около 70%. К сожалению, очень много отказов среди родителей. То есть мы на 50% всего привили детей от плана. Заболеваемость ОРВИ у нас превышает эпидпороги за прошлую неделю только на 36%. Вводятся ограничительные мероприятия в образовательных учреждениях. На сегодняшний день грипп в Алданском районе пока не зарегистрирован, но количество госпитализаций в воздушно-капельное отделение только растет. В борьбе с распространением коронавирусной инфекции важно соблюдать неспецифические меры профилактики. Также необходимо следовать установленным ограничениям. Нарушения таковых имеют место. Мы проводим рейдовые мероприятия в рамках проведения санитарно-клинического расследования. Этими мероприятиями охвачены общепит, крупные торговые центры, гостиницы, культурные учреждения, учреждения дополнительного образования, социальные и так далее. Сегодня чрезвычайно важно проявить благоразумие и принять меры профилактики. Только сформировав коллективный иммунитет, возможно остановить распространение COVID-19. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Сочи идет Конгресс молодых ученых. Это ключевое мероприятие «Годы науки и технологий в России». В центре «Сириус» собрались представители ведущих образовательных организаций со всей страны, победители конкурсов грантов, студенты, школьники, которые активно занимаются исследованиями.
На месте событий работает наш собственный корреспондент Максим Кардозу. Во второй день Конгресса молодых ученых запланировано много различных мероприятий. В центре внимания IT-сфера, современные технологии, искусственный интеллект. Но с утра внимание многих приковано к площадке «Россия – страна возможностей», где эксперты представляют свои инновационные проекты. Через несколько часов от Якутии там должен выступить Иван Христофоров. Это ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения. Причем у Ивана сразу два доклада. Первый об изменении климата и влиянии этого процесса на вечную мерзлоту. А второй посвящен Фонду развития молодых ученых в отдаленных регионах. Мы встретились с Иваном заранее и узнали, какой якутский опыт более всего интересен российским ученым и чиновникам. У нас Республиканский фонд поддержки молодых ученых, он год назад стал лауреатом лучших практик. И вот многие регионы начали к нам обращаться по поводу передачи учредительных документов и конкурсных документов, чтобы создать подобные фонды в других регионах. Сейчас наша задача масштабировать его на Дальний Восток, потому что проблема Дальнего Востока это примерно такие же, как у нас в республике. Это отдаленность территории, научные школы начинают чуть-чуть уже уменьшаться. Также еще одна эксклюзивная якутская тема, которая заинтересовала экспертов на Конгрессе, это сохранение и изучение мамонтовой флоры и фауны. И здесь нашим экспертам тоже есть чем поделиться с коллегами. Задачей нашей лаборатории является разработка ресурсосберегающих способов поиска и добычи сырья мамонтовой фауны, включая бивни мамонта и другие палеонтологические остатки животных, которых на территории республики великое множество благодаря уникальным климатическим условиям. Перезнакомились с людьми, безусловно, нашли уже кое-какие контакты, которые в перспективе могут нам помочь развиваться и добиваться своих целей. Напомним, что в Сочи собрались рекордные 3000 человек. Якутская делегация – это 12 представителей СВФУ и СОРА. А сам Конгресс закончится уже завтра, 10 декабря, когда и будут подведены основные итоги года науки и технологий. С места событий Максим Кардозу, Виктор Олесов, Сочи. 9 взлетно-посадочных полос обновят в аэропортах республики до 2024 года. В этом году сданы 4 полосы, причем работы по реконструкции аэропортов Якутска и Нерюнгри завершили в рекордно короткие сроки. Помимо этого ввели в эксплуатацию полосы в Алекминске и Жиганске. Сейчас строительство новой ВПП продолжается в 3 километрах от действующего аэропорта Мирного, где также возведут современный аэровокзал на 300 пассажиров в час. В Якутии завершили реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика России». Так провели скоростные линии связи и подключили к интернету 1385 социально значимых объектов в селах региона. Как сказал министр инноваций Анатолий Семенов, подключение к интернету способствует развитию связи в отдаленных и малых населенных пунктах. На торжественной церемонии завершения проекта сегодня наградили профильных руководителей и специалистов. Что хочется отметить, 3 года эти были непростые. Пандемия, постоянные пожары, то холодно, то жарко, то зимник есть, то нет. Отсутствие постоянной переправы, ввиду отсутствия моста, завозки грузов. Особенно в первый год было тяжело, потому что мы начали делать проект в сентябре, соответственно, а сдавать должны были уже к декабрю первый этап. И мы очень сильно торопились, чтобы закупить оборудование и успеть его доставить до того, как, соответственно, встанет переправа. Вот. Хочется также отметить стойкость характера населения, потому что очень удивляешься, когда на улице минус 50, а люди выходят, работают, тянут кабель, ставят антенны. Это дорогого стоит. Поэтому я сам этим занимался, сам это проходил, и могу оценить ту работу, которую они здесь провели за эти 3 года. Дисциплинарные взыскания ждут ответственных лиц 4 районов, которые не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Это представители администрации и профильных комитетов Анабарского, Горного, Татинского, Оленёкского районов. Сегодня об этом на профильном оперативном штабе заявил первый зампред Якутии Дмитрий Садовников. Также обсудили недопустимость возникновения аварийных отключений электроэнергии. Ресурсоснабжающие организации должны в полной мере обеспечивать жителей бесперебойным электричеством. Кроме того, главам районов вице-премьер поручил усилить работу с гражданами в части предупреждения и разъяснения пользования резервными источниками тепла. Применять генераторы люди должны при условии соблюдения всех мер безопасности. Сегодня проходят служебные проверки в части привлечения к дисциплинарному взысканию работников ГУПа ЖКХ и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
При этом мы всегда с этой задачей справлялись. Зима для Якутии, она суровая, и в этом плане, конечно, внимание прохождения отопительного сезона она должна быть должным образом во внимании не только надзорных органов, но и правительства и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В сегодняшнем штабе мы рассмотрели вопросы энергетиков, вопросы и нарекания имеем мы и в адрес поставщиков электроэнергетики, в частности Якутэнерго. Сегодня, к сожалению, аварийных ситуаций больше, чем аналогичный период прошлого года. И здесь мы очередной раз потребовали, чтобы энергетики, как говорится, с этой проблемой справлялись. Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги остается одной из самых серьезных проблем сферы ЖКХ. Озабочена этим вопросами Нерюнгринская городская администрация, где работает специальная комиссия по повышению уровня собираемости платежей населением за жилищные услуги. В теме разбиралась Екатерина Павлова. Комиссия заседает по средам на очном приеме, работая с неплательщиками. Сюда приглашаются нерюнгринцы, имеющие внушительную задолженность за жилищные услуги. Услуги, которые оказываются управляющими компаниями. Есть неплательщики двух видов. Есть люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, не могут платить. Есть люди, которые где-то немножко поленились, не могут платить. А есть такие отказники. Да, с которыми работать очень тяжело. Тем не менее, мы их обязательно уведомляем, что вызываем на комиссию. И даже сам факт вызова на комиссию, человек он побуждает как-то уже задуматься, правильно ли он делает, что он не платит, да, потому что люди уже занимаются, органы уже проявляют интерес к этой личности, к этой квартире, собственникам данного жилья. Горожане должны 307 миллионов 329 тысяч рублей. Долг образовался с учетом прошлых лет. На сегодняшний день ежемесячное начисление составляет 58 миллионов. И это задолженность только за жилищные услуги, кроме тепла и электроснабжения. Поставщики данных услуг сами осуществляют ведение этой работы. Проблема у меня в том, что я не могу устроиться на работу. То есть на учет в центре занятости. Но опять же, везде у нас тест снялся. То есть сейчас надо восстанавливаться опять. А нет, так очень часто идут объявления, что требуется выход уголь в полмарка. В дальнейшем вы сможете оформить субсидии, так как у вас нет на сегодняшний день работы. Вы можете получить субсидию. Далее мы можем также вам предложить по реструктуризации долга. Если у вас образуется какой-то доход, то вы уже имеете право идти и просить какую-то реструктуризацию, чтобы вам разбили ваш долг на какие-то последующие годы платежей. На административной комиссии должника выслушают, попытаются разобраться в его ситуации и разъяснят различные способы погашения задолженности. Начиная с октября месяца проведено 7 заседаний, где были приглашены 50 должников. Из них пришли 15 человек. Тем не менее, получив уведомление, некоторые жильцы пошли самостоятельно погашать, хоть и частично имеющуюся задолженность. Поэтому стоит отметить эффективность работы комиссии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Первый этап приема заявок для участия в федеральной программе под названием «1000 дворов на Дальнем Востоке» завершился на цифровой платформе OneClick Якутия, куда поступило 217 заявок. Но с 6 по 12 декабря стартует второй этап. Согласно правилам, документы в адрес Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии должны предоставить органы местного самоуправления. Этим активно и занимаются в Ленске. Сотрудники отдела архитектуры поддержали инициативу ленчан благоустроить дворовые территории по адресам Первомайская 11А, 13Б, 15Б, 28 и в новом жилом комплексе, построенном в рамках программы переселения «Рабочий». Чем примечательна эта территория? Тем, что не только тут дома строятся по программе переселения, в связи с тем, что увеличивается тут количество проживающих, сегодня администрация города поставила себе план по поводу проектирования и строительства улицы Орджоникидзе до улицы Рабочей. Горожане предложили включить в состав работ
обустройство сквера Первомайский, по которому у нас в прошлом году с жителями было общественное обсуждение. Сам дизайн-проект жителям очень понравился. Администрация города очень сегодня активно работает еще по привлечению внебюджетных источников для реализации этой программы. Сегодня направлены письма нефтегазовые предприятия. Продолжаем выпуск. 16 лучших добровольцев республики получили благодарственные письма президента России и главы Якутии. Торжественное мероприятие прошло в рамках минувшего Всемирного дня добровольца, рассказывает Саргалана Неустрой. Сегодня волонтеров привлекают и для событийных мероприятий, и для организации разных социальных проектов. Причем такие работники действительно трудятся для общего блага, от чистого сердца. Валентина – одна из получивших благодарность президента Российской Федерации. Признается, для нее эта грамота – лишь приятное дополнение к тому, чем она занимается. Благодарственные письма являются большим таким бонусом для меня. А самое главное в волонтерстве для меня делать счастливыми людей и во благо общества. Что привлекает в волонтерстве? Да, это ты общаешься с единомышленниками, набираешься опыта, прокачиваешь свои soft skills и, конечно же, обретаешь новых друзей. В этом году волонтерское движение республики отмечает свое десятилетие. За все эти годы движение стало не только по-настоящему масштабным, но и продолжает развиваться и крепнуть. Сегодня добровольцы Якутии – это и волонтеры-медики, и волонтеры Победы, и волонтеры культуры. Глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев достаточно большое значение передавал и передает сейчас развитию волонтерского движения. Есть гранты как президента страны, так и главы Республики Саха-Якутия, которые позволяют в этом общественном пространстве работать. Поэтому я воспользуюсь сейчас такой возможностью и сказать о том, что те, кто желает помочь кому-либо, приходите в это прекрасное общественное пространство и просто будьте волонтерами. А между тем, еще в начале декабря якутское отделение волонтеров-медиков было признано победителем в номинации «Лучшее региональное отделение-2021» в рамках Международного гражданского форума «Мы вместе». С марта 2020 года, в период пандемии, они помогают лицам старше 60 лет и маломобильным гражданам. Что говорить о нашей победе регионального отделения? В этом году мы получили лучшее региональное отделение в 3-й категории. Это от населения 400 тысяч человек до миллиона. И мы заняли лучшее региональное отделение. Мы к этому очень готовились. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией. И мы очень сильно готовились, мы очень много работали, начиная с 1 января этого года. И для нас получать данную награду – это огромная честь. На сегодняшний день в Якутии уже насчитывается более 2500 добровольцев. И это только официальное количество. На деле же численность волонтеров в регионе намного больше. Есть те, кто трудится и в отдаленных районах республики, кто не действует в рамках только одного движения, а просто любит помогать и понимает, как эта помощь важна. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии 255 ранее одиноких, пожилых и людей с инвалидностью, проживающих в приемных семьях. Одну из них, Раису Белялову, семья Васильевых из Мархи приютила 10 лет назад. Раисе Беляловой 92 года. В молодости она окончила в Ташкенте медицинский институт, стала врачом и в 1952 году по назначению приехала в Якутию. С тех пор много лет она проработала в здравоохранении. Ветеран тыла стала практически родной бабушкой для семьи Васильевых. Раиса Белялова, несмотря на преклонный возраст, не упускает свежие выпуски газет, по памяти может прочитать целую поэму, даже говорит на английском языке. По словам бабушки, Васильевы очень заботятся о ней. Все хорошо относятся. Я всем довольна. Единственное, что я недовольна тем, что я не могу ходить никуда. Только это меня беспокоит. А так я жизнь Якутии люблю читать. Саха-Сырья на русском языке люблю читать. И радуюсь, когда какие-то достижения есть в районах, про кого-то хорошего человека. Вот сейчас рассказывают,
Вот Намский район рассказали еще про эти памятники, ну, которые погибли, всех помнят. Я говорю, какие вы молодцы. Лежу и говорю, какие вы молодцы. Хвалю на расстоянии. Демонстрационный экзамен WorldSkills стартовал сегодня в Якутском медколледже. Сдающие — это выпускники, обучающиеся по программе федерального проекта «Содействие занятости». Сюжет нашего корреспондента Марферины Алексеевой. В июле текущего года медицинский колледж приступил к профессиональному обучению в рамках федерального проекта «Содействие занятости», а также национального проекта «Демография». Проектом предусмотрено бесплатное обучение нетрудоустроенных предпенсионеров, лиц старше 50 лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, либо находящихся по уходу за ребенком до 3 лет. Единственное условие – обязательное трудоустройство. Они должны быть обязательно занятыми в конце. То есть это может быть трехсторонний договор, когда работодатель, образовательная организация и человек заключает договор, либо двухсторонний договор, когда человек после обучения становится самозанятым, либо открывает становится индивидуальным предпринимателем. Обучение длится месяц и ведется по 3 направлениям – медицина и социальный уход, эстетическая косметология, лабораторный и медицинский анализ. На сегодняшний день в рамках проекта в медколледже обучение прошло около 400 граждан. Я хочу отметить компетенцию медицинский и социальный уход. Она наиболее востребована на сегодня, тем более в период пандемии COVID-19. Это у нас направление сиделка, сестринское дело и младшая медицинская сестра по уходу. И вот именно эти слушатели, получив образование, идут в больницы по уходу за больными с ковид. Среди молодежи больше популярно обучение по направлению эстетическая косметология, куда входят такие специальности, как косметик, мастер маникюра и специалист по уходу за кожей лица. Также в обучающей программе имеется повышение квалификации для медицинских работников. Мне тоже это очень удобно. Я работаю акушерку в перинатальном центре, но мне это знания тоже пригодятся, потому что беременные тоже, например, болеют сахарным диабетом. Я должна ей объяснить, как пользоваться глюкометром, как кушать, режим дня, что соблюдать, какие физические нагрузки. И это тоже в нашей работе пригождается. Медицинский колледж проводит выездные обучения и в других районах. Таким образом, преподаватели обучили нетрудоустроенных граждан 3 районов республики. Якутия заняла лидирующее место среди регионов страны по обучению безработных. В реализации проекта участвуют все колледжи республики, а также Северо-Восточный федеральный университет. Федеральный проект «Содействие занятости» будет реализовываться образовательными учреждениями до 2024 года. Марферина Алексеева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Состоялась премьера спектакля в Театре юного зрителя в Якутске. После 2-годовалого перерыва, связанного с ремонтом здания театра, актеры вышли на сцену и представили спектакль «Доход Тах» по пьесе драматурга Островского «Доходное место». До этого времени представления проводились на всевозможных других площадках, включая даже фойе ТЮЗа. Артисты и руководство рады вновь возобновить свою работу в привычном месте. 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно к этой дате приурочена премьера. Спектакль о карьеризме, о взяточничестве и о продажности человека. Так что как раз к этому событию подойдет спектакль. У нас еще премьера для детей, для наших самых маленьких зрителей. Это по сказкам Корнея Чуковского «Приключения Майдадыра и Федоры». Сказка выйдет. И еще сказка «Новое платье короля» выйдет к Новому году. Так что у нас работы много, премьер много. Переходите на наши спектакли. Будем очень рады и счастливы. В Швеции завершились чемпионаты и первенства Европы по пауэрлифтингу. В самой тяжелой весовой категории бронзовую медаль завоевал якутский спортсмен Богдан Прокопьев. Более того, якутянин установил 2 новых рекорда России среди юниоров. В приседе Богдан Прокопьев взял вес 350 килограммов, в сумме троеборья 872,5 килограмма. В Нижневартовске проходит Кубок мира по боксу нефтяных стран среди мужчин и женщин, посвященный памяти героя соцтруда Салманова. На югорском ринге в составе сборной команды России представлены 2 воспитанника якутской школы бокса.
Это Талбан Егоров 48 килограммов и Евгений Мартынов в категории 51 килограмм. Бронзовый призер чемпионата России Евгений Мартынов вчера провел свой первый международный бой в составе сборной страны. В бою за выход в полуфинал якутский боксер победил со счетом 4-1 спортсмена из Монголии. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите наш канал и будьте всегда в курсе.